на бытовом уровне, да, в общем, все это обсуждают. На этой встрече сферу ЖКХ разобрались с научно-экспертной точки зрения. Как отмечают, сначала нужно найти решение для непосредственно коммунального хозяйства, то есть дополнительно урегулировать работу ресурсоснабжающих организаций. В части коммунальной сферы я считаю, что нам нужно на уровне государства докрутить более жестче контроль за ценообразованием, в части выполнения их программ, максимально зарегулировать исполнение строительно-монтажных работ, где есть дополнительные резервы, которые мы должны поднять и также направить на эти цели, снизить аварийность и так далее. Также, по мнению экспертов, для жилищной сферы, то есть управления жилыми домами, нужно создать максимально конкурентную среду. Для того, чтобы улучшить качество обслуживания, клиентоориентированность, конечно же, сделать надо более открытой. Везде должна быть живая конкуренция. Те, кто хочет работать, они могут, им надо давать возможность. И здесь, конечно же, сам житель должен проголосовать своим рублем, какого дворника он хочет видеть, какую уборщицу хочет видеть и с кем из слесарей работать. При этом, как отмечают эксперты, неправильно все расходы в ЖКХ перекладывать только на плечи граждан. Большего финансирования ждут от государства. Здесь, конечно, полностью отдать на откуп жителям, это тоже не совсем, может быть, правильное решение, потому что у населения тоже таких денег сегодня нет. Здесь надо действительно продумать, если мы хотим быстро сократить ремонт, определенные финансовые средства надо направлять в это направление. Как еще говорят эксперты, вся сфера ЖКХ требует большего диалога и консенсуса. Сейчас для организации это бизнес, а люди привыкли считать эту сферу социальной услугой. И здесь возникает много противоречий и непонимания. Только диалог, только открытый, честный разговор, чтобы граждане понимали, как вообще вся эта огромная машина устроена, а с другой стороны, в общем, власти понимали, что у любого потребителя есть предел, да, до которого он согласен оплатить за эту услугу. Для лучшей коммуникации и большей прозрачности ЖКХ также предлагают создавать цифровые сервисы, в которых можно установить связь с каждым жителем дома, и каждый сможет проследить, на что и как расходуются его средства. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.